Из этих звеньев составляются бригады. В бригаде сколько может быть человек? День Мансура Эдиева начинается с занятий в техникуме. Он студент 3-го курса, будущий квалифицированный сварщик. Однако учеба никак не мешает парню работать. После пар Мансур спешит в сварочный цех, где трудится уже несколько месяцев. Мансур пошел учиться после 11 класса, чтобы и времени не терять, и профессию важную получить. Он уверен, в эпоху большой стройки с такой специальностью не пропадешь. Сайт Центра занятости пестрит объявлениями. На различных предприятиях республики требуются автомеханики, электрики и сварщики. А вот юристам, экономистам и управленцам найти работу непросто. Рынок переполнен. Но некоторые молодые люди по-прежнему не желают верить в бесперспективность своего выбора. Сегодня юристов, как горячие пирожки, ежегодно выпекают вузы. Закономерно, что лишь малая часть выпускников может найти хоть какую-то работу по специальности. Проблемы остаются. Нехватки рабочих рук. В городе Шали строится мечеть. Нам пришлось приглашать 270 иностранных граждан с Узбекистана и с Турции для того, чтобы построить эту мечеть. Хотя жители Чеченской Республики могли бы при желании работать не хуже, чем привлеченные иностранные рабочие. Однако в последние годы количество молодых людей, желающих освоить так называемые непрестижные специальности, только растет. Сегодня в республике функционирует 21 СУЗ. Они готовят специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих. Последние год-два у нас не бывает проблем с набором учащихся, потому что рабочие профессии пользуются большим спросом. Значит, по окончании учебы ребята, обучившиеся по этим профессиям, не имеют никаких проблем с трудоустройством на работу. Студентов расхватывают задолго до окончания техникума или училища. При этом работодатели готовы платить немалые деньги. А счастливый обладатель заветной корочки вуза долго ищет работу и чаще всего трудится не по специальности. Розана Цамаева, Седа Сапарова и Адам Чекуев. Новости.